Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Так, бисмиллахир-рахманир-рахим. Так, ассаламу алейкум. Хауми телефон, чухау сархой, приветствую всех, говорит, унзацал С. Приветствую, унзацал С. Ну, алейкум салам. Так, кто у нас еще пишет? Чирхо, ассаламу алейкум, еще раз спасибо за рекламу моего видео. Ва алейкум салам. Надеюсь, я ссылку сделал на твой канал, Чирхо. Я бывает иногда свои каналы, со схожими взглядами людей даже забываю, как будто это все наше общее. А так, конечно же, надо, конечно, давать ссылку. Подписывайтесь. Вот новый канал, Чирхо называется. Очень хороший контент заливает наш брат и единомышленник. Так, давайте к вопросам. Алейкум салам, лунный свет, алейкум свободным людям, алейкум салам. Так, Адам Грузинский, Ваша. Максик, привет, Аслан, привет, Максик. Николай Панченко, Украина, Сумы, здравствуйте, здравствуйте, Николай, рад вас, вашему присутствию. Машу Ваша опять, Адам Грузинский, салам, Марат. Одесса, витаю, Анна Сибиренко, витаю, Анна. Владимир Мостовой, привет, Владимир, привет. Так, как найти Машу Оль, Аслан, всем Маш Дуэль. Всех приветствую, всех скопом, всех вместе приветствую, рад всех видеть. Так, Александр Белый, вас тоже рад. Иглс, Ингушетия, да, 06, тоже рад. Так. Ну, давайте закончим с приветствиями. Вот, кстати, ссылка в самом начале от Унсоциал С на канал Чирхо. Вильпусин культова алейкум салам, Вильпус Машой, Машал Хиль. Адам Грузинский. Адам, нет, конечно, как я могу тебя игнорировать? Девушка-горянка. Руслан, что скажешь про геноцид черкесов? Кто у нас, Руслан? Так. Привет, Аслан. Какие темы? Какие темы, говорит Тор? Привет, Тор. Темы будут разные. Разные. Пообщаемся, поотвечаем на ваши вопросы. Если я вам не надоел. Так, горный Вольф. Ассаламу алейкум, Аслан, политубежище, йок, швейц, положение, учитывать, юйца, дейресы. Алейкум салам. И людей обязательно нужно рассказывать. Да, вот человек спрашивает, будут ли учитывать то положение, которое у нас дома сейчас творится. Конечно, будут учитывать. Вот сейчас Конституционный суд, да, посредством массовой информации, была эта информация тоже, Конституционный суд запретил выдавать двоих чеченцев из-за того, что им угрожает опасность, да, и это в том числе связано с убийством Зелимхана Хангашвили. И по факту, раз уже есть прецедент, Конституционный суд так решил, то выдавать не будут. Но есть другие категории людей, на которых это не распространяется. Человек, который не говорит, что он там требует политического убежища, а просто пытается какое-то время здесь побыть, да, приезжает там полгода или год, рассматривается его дело, он этот год ждет, потом там какую-нибудь справку достанет, еще год, пока она там будет проверяться, еще что-то, из-за бюрократических моментов. И, конечно же, эти люди, если они не просят политическое, а просят гуманитарное какое-нибудь,
хотя гуманитарная тоже подпадает под это. Но есть масса причин, когда могут нам не верить. Таких людей могут депортировать. Но когда мы сюда приезжаем, мы должны рассказывать всю ситуацию как есть. И без доказательства, да, вы не сможете получить убежище. И найдут какую-нибудь лазейку в законе, чтобы вас выправить. Поэтому рассказывайте все. Все, что знаете, рассказывайте. Все, что видели, рассказывайте. Предоставляйте фото, видео, аудио, голосовые из Ютуба. Здесь всего полно. Тот же московский механизм запущен ОБСЕ. Это тема, которую мы так оставили без внимания, об этом поговорили русские СМИ, ну, Новая газета поговорила об этом. И как бы мы оставили это без внимания. На самом деле, по этому поводу мы должны очень привлекать к этому внимание. Это очень важно. Убийство Зинухана Хангашвили это тоже очень важно. Мы должны тоже как-то всячески напоминать о наших проблемах. И если мы об этом не напоминаем, то, конечно же, нам будет трудно доказывать в суде, потому что против того, чтобы показать, что все хорошо во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, работает огромная машина пропагандистская, которая там предоставляет отчеты, там разные там участвуют в разных собраниях, совещаниях, съездах, где они усиленно доказывают, что чеченцы привозят этих чеченцев. Помните Джамбокса, министра печати Джамбулата Умарова, оккупационной администрации, возили куда-то в ООН. Да, это, конечно, в первую очередь с правами человека было связано, да, то, что убивают людей, московский механизм запущен, ОБСЕ. Но при всем при этом они какую-то свою работу ведут. Мы не ведем работу. Не ведем работу, нас депортируют. Мы должны вести эту работу. И каждый это должен вести. Каждый должен быть защитником своего права. Вообще мы все чеченцы должны стать народом правозащитников. Каждый чеченец должен быть правозащитником. Мы все должны, как мы, никто не ущемлен в правах, да, и вот наше ущемление в правах должно нами как-то доноситься до людей, что мы ущемлены в правах. Это надо доказывать, это долгая работа, и одному справиться очень трудно. Конечно, говорите и доносите все, что знаете. И не только в этом. Ну, конечно, если вы находитесь вне пределах России, потому что на территории России вам грозит смертельная опасность. Вам и вашим родственникам. Так. Как найти, Аслан, ты и сам знаешь, что зачастую не дают бумагу, даже если есть факты. Это не только у вас, Германия, но и везде, и у нас, Франция. Да, знаю, как найти. Я знаю об этом, я об этом вот в данный момент этим и занимаюсь, что пытаюсь донести. Но эта причина, конечно же, в первую очередь виновные русские, Россия, спецслужбы России, которые ведут против нас, продолжают вести против нас войну, хотя мы думаем, что войны нет. Ну, большая часть думает, конечно. Ведется против нас война. Война ведется по дискредитации. Нас пытаются дискредитировать для того, чтобы мы здесь не укрепились. Мы очень сильный, мощный потенциал имеем, как народ, нация, которые пережили очень жесткие столетия, да, и у нас культура сформировалась так, и это правда, вы все живете среди разных народов, и вы знаете, я жил тоже, и вы знаете, что мы неплохо конкурентоспособны среди любого общества. А если в этом обществе нам дадут равные возможности, а не как в России, да, если ты только там не преданный холоп вроде Кадырова, то у тебя никаких шансов нет. Ну, условный Кадыров, там другие тоже есть, которые работают на разных службах и очень преданы России, но они не преданы себе. И
И только вот этой лояльностью они могут подниматься на какой-то уровень. Если ты не лоялен, какой бы ты способен и образован не был, конечно, продвигаться вверх ты в России не будешь. Ну, или будешь мало шансов иметь. Здесь, в Европе, у нас равные шансы. Ну, практически. Может быть, здесь тоже будет присутствовать вот это своячество, где-то там дискриминация по какому-то признаку. Это неизбежно. Даже в самой Чечне мы нашли бы такое, да, даже в свободном нашем государстве мы нашли бы вот это своячество, и мы это прекрасно знаем. Ну, здесь у нас равные возможности. И имея такой потенциал, мы не развиваемся. Нас разделили на какие-то группы, обсуждение идет о каком-то примирении, и вот вокруг этого все у нас копошится. Не надо разъединяться, конечно, нужно объединяться, но нужно заниматься делом полезным делом. Очень, очень большие возможности у нас, если мы их будем использовать. И мы должны немного вот на это обратить внимание. Поэтому выходить должны на митинги. Это вот единственная возможность защищать наши права, это митинги. Опять же, говорить в интернете сейчас очень удобно. Можно не ходить на митинги, можно даже в интернете доносить вот эту информацию. И она до больших людей дойдет. И тоже важно, когда сколько смотрит человек, сколько ставится лайков, сколько комментариев, какие комментарии пишутся под этим. Мы сами знаем, что мы очень много читаем, когда какое-нибудь видео смотрим, обязательно, даже не посмотрев это видео, мы идем, некоторые видео идем читать комментарии, как люди на это реагируют. И чем больше мы на это реагируем, тем больше говорим, это способствует привлечению внимания к нашей проблеме. И за нас не будут говорить русские, то есть наши убийцы. Те люди, которые устроили несколько раз над нами геноцид, они как бы не знающие, что такое свобода, что такое права человека, по большей части. Русские, которые даже не понимают до конца смысл свободы, до конца смысл прав человека, да эти правозащитные организации в России, которые это обычные симулякры, там творится такой же бардак, какой творится во всех других организациях, которые есть в России. И в этом плане это как бы не сильно у них в этом плане развито. И эти люди за нас говорят. Мы должны всячески препятствовать этому, всячески. Мы должны сами о себе заявлять. И это формирование будет нашего видения, нашего общества, гражданского общества. И таким способом мы лучше, чем мы, никто не будет защищать наши права. Никто не знает, какие у нас проблемы, никто не знает важность, суть этих проблем. Вот я знаю, некоторые немцы пытаются объяснять эту суть чеченских каких-то взаимоотношений. Есть даже такие специалисты, да, которые там общались с чеченцами. Ну, даже когда они с ними общаются, во-первых, у них языковой барьер. Немец, который говорит на русском не очень хорошо, и чеченец, который говорит на русском не очень хорошо. Когда они сталкиваются, некоторые вещи они понимают по-разному. Некоторую фразу, некоторое выражение они понимают по-разному. Из этого делаются там какие-то свои выводы. Потом ведется такая работа, вот не упоминание геноцида, да, в Чечне, то, что эту войну не упоминают. Ну, говорят, обо всем говорят, какие чеченцы там закрытые, замкнутые там, и так далее, там разные вещи говорят. И при всем при этом все обходит стороной, обо всем говорят, какие мы все разные. Это тоже правда, чеченцы, мы тоже должны понять, что среди нас есть разные люди. И мы должны с этим жить и уважать их, такие, что хоть они и разные. Но эти вещи нам преподносят без упоминания войны. Война, которая случилась против нас, это то событие у всего народа, без исключения, вообще ни одного человека не обошло стороной, которое не изменило его мировоззрение, его взгляды на жизнь, его жизнь,
у некоторых она закончилась, у огромного количества людей она закончилась. Многие пережили огромные страдания, пытки. То, что творилось у нас, это нельзя просто так забыть. И мы это все должны доносить до них. Вот наша задача. Мы должны защищать права людей, не только свои, но и других людей. В первую очередь это касается личных прав, которые мы должны, как народа, как личности, так и всего народа. И везде мы должны говорить. И мы не работали эти годы. Недостаточно работали. Не работали, о чем не издать. И сейчас мы работаем недостаточно. И это показывает наше положение бедственное. Это не значит, что если бы те усилия, которые мы прилагаем сейчас, если бы не было бы такого давления с Россией, они бы не принесли успех. Конечно, принесли бы. И работа была, отдельные люди не могут все изменить. Это должны делать все люди вместе, весь народ. И русские граждане с нашей страны тоже должны в этом участвовать, да? Как есть такая Полина Жеребцова, по-моему, ее фамилия. Она ведет тоже, она свой вклад делает, она тоже гражданин нашей страны. Ну, много есть таких людей. Вот в Фейсбуке есть русские, которые с нашей страны. С ними надо тоже общаться и рассказывать, чтобы вот не то, что про нас говорят, мы какое-то замкнутое общество, а вот такое открытое общество. И в Германии вот-вот начала меняться ситуация, но еще неизвестно, как все повернется. Мы дальше продолжать должны работать. Всю свою жизнь мы должны защищать свои права. Всю свою жизнь. Все. И это нормально. Вот эти государства, которые вы видите, которые вокруг нас, они построены именно на этом принципе. Там все время люди знают свои права и защищают. Они юридически, в правовом смысле, они как бы образованы, подкованы. Мы должны вот заниматься тем же самым. Это даст рост, развитие даст нашему государству, нашему гражданскому обществу. Так, пойдем дальше к вашим вопросам. Так, перелистаю. Так, Аслан Витянечка, приветствую. Модер Путин, я кадыра цама даш чуллар вацхабаш дарюш, говорит Модер. КР, флаг ИЧК рядом с флагом США. Нет, не рядом, посередине флаг НАТО. Айдер Кремли, валейкум салам, Айдер. Денис Филоненко, Днепро, подтримаю вас. Денис, приветствую, Днепр. Кто меня научит чеченскому, говорит Нарушвили, Джордж Нарушвили. Так, он социалист. Борода у Кончиты есть. Так, есть, хватит про бороду. Опять про бороду начали, да? Давайте я вам сейчас тогда покажу одно видео, да, про те преступления, которые совершаются в Сирии российскими террористами и Асадом, военным преступником Башаром Асадом. Мы все хорошо знаем. И мы чеченцы, нам не нужно объяснять, как Россия бомбит, как она наносит удары, как она пытает, убивает людей. Это просто невероятно, что над нами было совершено. И нам предлагают замолчать. Но мы, конечно, молчать не будем. И мы видим то, что происходит сейчас в Сирии, точь в точь повторяется с тем, что происходило у нас, в нашей стране. Например, здесь есть такие случаи, когда бомбится жилой квартал, больница, школа. И в этот момент приезжают белые каски, есть такие спасатели, которые просто спасают людей под этими бомбежками. И в это время, когда они приезжают спасать и занимаются разбором завалов,
В это время самолет делает второй заход и наносит новый удар по тем уже, кто спасает. То есть убивает уже спасателей, бомбит спасателей. То же самое у нас происходило. У нас происходило еще то, что они забрасывали 50-100 человек своих солдат на наши позиции, да, и одновременно бомбили и своих, и наших. Это чтобы выходили, да, когда бомбят, люди сидят в окопах, в подвалах, и потом, когда бой начинается, штурм начинается, люди выходят из укрытия и начинают вести бой. И в это время русские начинают бомбить и своих, и чужих. Так было и много раз было. Но тут у них пехота не идет, хотя и пехоту они тоже отправили бы. Вот я вам хотел бы показать один кадр, небольшой ролик про то, что происходит сейчас в Сирии. И если будет проблемы со звуком, скажите мне, как будет ситуация со звуком. اطلع في طيران اطلعوا انتوا هي في طيران بعد شوي يلا نفذ Вот спасатели пытаются вытащить تشاهدوا بس маленьких девочек. Спасателям было сообщено, الحمد لله تشاهدوا بس حبيبتي لا تبكي لا تبكي ما في شيء ما في شيء ما في شيء يلا الحمد لله الحمد لله авианалет будет. الحمد لله الحمد لله يلا على السلامة حبيبي يا رب داخلي القفل يا رب بعد رجليك بعد رجليك يلا ابو احمد يا رب يا رب يلا ايه Несмотря на то, что бомбили. خلاص خليها Это бомбардировки продолжаются постоянно. Постоянно идет уничтожение мирного населения. Мирное население уничтожается не только потому, что Путин испытывает личную ненависть, неприязнь к мусульманам, к людям, которые выходят протестовать против тирании, не только поэтому, а еще потому, что нужно запугать вот это европейское сообщество, показать вот этой необъяснимой жестокостью. Вот для этого наносится. Так, скажите, какой был звук? Как был звук? Слышно было нормально? Да, они, Вильпусен культа, они бомбили спасателей. Так, звук Дикер, все отлично. Ну вот такие вот дела происходят в Сирии, это продолжается, и, конечно же, мы должны всячески противиться вот этим действиям и напоминать миру о том, что сейчас над сирийским народом творится просто необъяснимая жестокость, необъяснимая. Поэтому нужно такие вещи обращать внимание. Давайте я сейчас поотвечаю на ваши вопросы. Да, Айдар Керимович, это были белые каски. Это были белые каски. Марат, я не знаю, что Россия, и я знаю, что Россия зло, но не думал, что до такой степени. Марат, вы даже не представляете, как все ужасно. Да? Это очень-очень печально. Почему никто не может остановить эти бомбежки в Сирии, говорит Максик. Да, Максик, вот такая вот ситуация. Посмотрим, может сейчас в Турции что-нибудь удастся сделать. Так, был вопрос от Эда Мамедова. Салам Аслан, читал интервью Ахмеда Закаева. Очень замечательное. Можешь прокомментировать? Ну, в принципе, я его читал. То, что я его выложил у себя сейчас на этом. Что именно прокомментировать? В принципе, салам, спасибо за донат, кстати, говоря. Вот смотрите,
ну что тут комментировать, что если бы спросили, что конкретно прокомментировать, потому что, ну, Ахмед Закаев, в принципе, говорит про эти заказные убийства, но это всем известно, и он тут рассказывает, кто кого убивал, ну, кого убивали, где, когда убивали. В 2006 году подписал Путин указ, и с тех пор уже вот эти убийства стали уже на законном основании. Да? Путин под каждый труп всегда ищет бумажечку подложить. Да? И он думает, это его спасет. Он думает, что он один самый такой умный юрист. Конечно, это спасает, это очень помогает, но при всем при этом это не всегда стопроцентная гарантия, да, индульгенция на совершение преступления. Ну, в России народ, он безмолвствует. В России народ рабы, холопы. Им об этом их руководители, их депутаты, люди, которые ими управляют, им прямо в лицо это говорят. Жириновский может выйти на площадь и русским говорить: вы холопы, вы рабы, вы никто, может он им сказать. И это устраивает, и никто не возражает. Никто не возражает по этому поводу. И я даже не знаю, что можно еще сказать по этому поводу. Они обижаются, когда им говорят: вы рабы, вы холопы. Но это когда говорю я, они обижаются. Но когда им говорит их депутат Жириновский, который всю свою жизнь был руководителем вот этой советской, в руководстве вот этой российской, демократической уже России, но при всем при этом он остался барином. Жириновский у них барин, а недоцарь Вован лживый у них царь. Вот такие вот дела. Вот такие дела. Я ингуш, говорит, Ахмад сила, говорит. Так, этого ингуша мы забаним. Випком, открой глаза на Гордона. Говорит, да я уже открывал много раз. Я еще раз и 100-й раз говорю. Гордон, ты каждый раз упоминаешь, что мы являемся частью России. Ты прямо это не говоришь, а крутишь, вертишь. Я тебя вызываю вот на дискуссию. Да, Или ты балабол, или ты не мужчина, или ты просто мерзавец, ты пророссийский работник. В случае, если ты не подтвердишь свои слова доказательно, да, в споре, в дискуссии, докажи, что Чеченская республика Ичкерия является частью России. С какого момента, скажи мне, она стала частью России? Скажи, как ты посчитал, что вот мы являемся частью России? Когда моя страна, моя земля стала русской землей? В какой момент это произошло? Да? Какие на это есть юридические основания? Не просто то, что там русские так сказали. Да? Весь мир так делает, потому что так сказали русские. Но вы в Украине воюете, и ты как бы вроде бы должен быть за свою страну. Потому что против вашей страны воюет та же страна. Ты должен быть непредвзят. Вот у вас уже смертельный враг, который убивает вас. И если тебе не жалко этих 13-14 тысяч украинцев, то, поверь мне, ты не гражданин Украины. Ты можешь быть этническим украинцем, можешь быть русским, евреем, но ты не гражданин Украины, потому что граждане Украины защищают свое государство. И мы, чеченцы, точно так же защищали. И вот это ваше ДНР, ЛНР, это то же самое, вот то, что происходило у нас в Чечне. У нас тоже на окраинах появлялись, там на Теречном районе, в Урус-Мартановском, разные ДНР, ЛНР. В Шалажи у нас, там это вообще горная местность. Там у нас республику объявляли, да, один объявлял. Вот это делалось, пробросы делались, кто как поддержит и так далее. Поэтому единственное, что сейчас произошло, отличие Чечни и Украины, это в том, что вот эта ДНРовщина,
полностью расползлась на всю республику у нас. На вашу республику она не расползлась, потому что вам мир помог, вы, не вы, украинцы, стали и защитили. И ты, Гордон, если ты не лжец и не прорусский, выходи, давай я тебе расскажу. Я тебе объясню, вот, где поспорим с тобой, документально. Ты очень грамотный, образованный человек. Мы с тобой найдем общий язык, мы сможем друг другу донести свою позицию. Если ты мне докажешь, что Чечня часть России, я, может быть, соглашусь с тобой. Если я докажу, ты так согласишься. Ну и решим. Может быть, ты согласишься. Так, вот такие вот дела про Гордона. Я хотел сказать вам про рабов, которые есть в России. Я вам сейчас покажу видео. На этом видео Жириновский выходит на площадь и раздает там по 100 рублей или сколько там рублей рабам и холопам. Он прям так и говорит: инвалиды, крепостные, холопы, рабы, берите, и раздает. Это видео на канале Евгения Кошарной True Story, у меня он есть в каналах, можете на него подписаться. Вот просто внимательно раззвук мы проверили, хороший, внимательно послушайте, что говорит депутат Государственной Думы, человек, который назначался еще Андроповым или Крючковым на роль вот этого либерально-демократического движения. Да, это полностью испохабить и либерально-демократическое движение вот этого фашиста, который призывал сокращать там рождаемость детей на Кавказе, да, потому что много рождается. Ну, чисто фашистские вот эти лозунги, которые... Это человек у русских либерал-демократ. У русских все наоборот там, то, что происходит. В оппозиции, да, по этой, ну, вроде бы несистемной оппозиции форума «Свободной России», Каспаров там, да, Илларионов, вот у них правозащитник русский фашист Даниил Константинов, который на всех русских маршах. Мы это все видели, мы там это видели. Здесь можно делать вид, что мы такие все интеллигентные, такие все демократично настроенные люди. А там мы знаем, как они относятся к кавказцам и чеченцам в частности. И вот это такая вот российская, русская действительность. И это надо как-то пережить и очиститься от этого. Или исчезнуть. Другого выбора у них нет. Но это их дело. Наше дело наблюдать и своим друзьям, союзникам помогать. И все. Вот смотрите, сейчас я вам покажу, дети, что говорит... Взяли, отходить. Стой, сироты. Где? Крепостные, холопы. Давай, давай. Давайте дети, еще раз я вам покажу. Взяли, отходить. Стой, сироты. Где? Крепостные, холопы. Давай, давай. Ну вот, вы слышали, как относится председатель Государственной Думы, он вице-спикер, по-моему, был, да, или председателем он так и не был, вице-спикер Государственной Думы, который человек уже 25-27 лет находится, какой, 30 лет уже находится вот в этом, ну, депутатах. Короче говоря, вот такая вот у России власть, которая считает их никем. Так, давайте тогда посмотрим, что вы говорите. Борода Линкольна. Вчера смотрел интервью Гордона с Горбачевым ранее. Я там оставил комментарий ему с доказательством, что Чечня была союзной республикой. Она не была в составе России на момент войны. Вот отлично, Борода Линкольна. Отлично. Надо писать об этом, говорить надо. Так, давайте посмотрим. Юрий Песенкульт. А ведь ему ничего не будет за это. Да, конечно, а что ему будет? Он же, это же открыто. Да, он социалы крепостные кричит в лоб. Да, это только процесс развития. Сейчас идет вот, массированно вот, подготовка людей к тому, что они уже холопы.
И реально они так будут. Русские, вот это руководство русским, оно на самом деле не считает этих людей за людей. Вот мы, чеченцы, которые, вот я в частности, которые говорим, что надо демократизироваться, создавать общество гражданское. России так и не появилось гражданское общество. Какие-то задатки были, и оно исчезло. Осталось вот это холопство и вот руководство над этим холопством. Мы больше заботимся об этих русских, чем их, потому что эти русские, которые над другими русскими, они их уже списали. Это люди, которые будут холопами всегда. Вот есть руководство, которое будет заниматься вот там дворянство, неодворянство. И это будет выстраиваться сейчас. Но сейчас пока идет подготовка. Вот проскакивает информация в средства массовой информации, что деревня какая-то, жители деревни попросили там себя купить какому-нибудь боярину. Ну, бред, конечно, да. Взяли и вот это сейчас распиарили. Это так закидывается информация, идет подготовка. Но через какое-то время реально будут скуплены земли вместе с этими деревнями. Эти люди там будут жить, и это у них будет дворянин. И это сумасшедшая идея, конечно, вообще фантастическая просто идея, но при всем при этом так будет, так к этому идет. Идет это с 2001 года, когда Патрушев, военный преступник и террорист, бывший директор ФСБ, ныне глава Совбеза России, Патрушев сказал, что ФСБ это новое дворянство. Это всем было известно. КГБ было новым дворянством. КГБ при Советском Союзе оно было тем же дворянством. Генерал КГБ там, или полковник КГБ был не подсуден. В том числе из-за убийства. Он мог совершить наезд кого-нибудь, там, по пьяни застрелить кого-нибудь. И так на работе убивать, это, конечно, это было милое дело. Это прямая должностная обязанность была. Так что вот такие вот дела. Дело к тому идет, что холопы будут оставаться холопами. И другого выбора у них нет. И это очень печально, конечно. Очень печально. Так, давайте поотвечаем на ваши вопросы. Так, Адам Грузинский. Аслан, не знаю, заметили вы или нет, но с начала этого года в соцсетях зарождается идея коммунизма. Может, это ГБ как запасной вариант для Вовы готовят? Но я не заметил, если честно, Адам Грузинский. Об этом давно говорят они, много есть последователей. Сам коммунизм, идея коммунизма, она же, практически она приравнивана, списана с описания рая, да, и как бы ее человеческий разум, трудно ее не понять. Сама идея хороша, ее осуществить невозможно на земле среди не святых людей, да, а где-то в раю, когда все святые Богом будут направлены в рай, вот да, в то время, что наподобие рая, это вот коммунизм они так и расписывают. В принципе, вот такая его конечная цель. Все, конечно, идеально, но жаль, нет идеальных людей, которых можно поселить на это время. Только после того, как Бог их отсеет кого в рай, вот только такие могут. Но, к сожалению, тут они решили, что Сталин решил, что он играет роль Бога и убивает людей направо-налево. И вот кто остался, испугался, повезло или там еще как-то с подлостью вылез через чужие трупы. Вот такие люди остаются. Поэтому в России все как обычно. Все очень грязно, жестко и печально. Джавар Дудаев. Ставим лайки, подписываемся на канал Реалити. Так, давайте я вам еще покажу по китайцам то, что происходит. Китайцы то, что сейчас творят. Может, да, а Путин тоже надеется в рай попасть, как мучение. Да, попадет он. Максик, почему Китай ущемляет права мусульман, говорит Максик.
Ну, почему? Потому что Китай это такая страна, которая не терпит иного мнения, там нет свободы вероисповедания, там нет свободы слова, и только одна идеология приветствует, та, которую указывает коммунистическая партия. Нет свободы в Китае. И вот сейчас нам рассказывают, что есть какая-то там желтая чума, с которой нам надо бороться. И потом нам сейчас будут преподносить, да, сейчас в русском информационном пространстве очень много говорят. Про сирийцев забыли, которых бомбят. Говорят вот про уйгуров, которых ущемляют. Реально уйгуров ущемляют, это правда. И Китай так себя ведет. И только американцы и турки об этом обеспокоились. И Папа Римский, к какому позору, да, пришли вот эти так называемые руководители мусульманских стран, к которым обращается Папа Римский и говорит: мусульмане, вы должны обратить внимание, что вот с вами вот с уйгурами вот такое происходит. Руководители арабских стран, которых там более полумиллиарда на земле, они не обращают на это внимания. Да? По сопоставимости китайцы и арабы, ну, там, могли бы как-то друг на друга оказывать влияние, но не оказывается. И что хотелось бы по этому поводу сказать? Хотелось бы сказать, что Китай, который сейчас там нам рассказывают разные деятели, да, которые там, что мы должны там с Китаем воевать. Завтра нам будут рассказывать, как про Мьянму, что вот сейчас мы должны пойти, чеченцы должны собрать там отряд из там 100 человек и пойти завоевывать там многомиллионную там Мьянму или там Китай, допустим. Нам придется туда идти, и нам придется схлестнуться вот с этим делом. И это наталкивает на мысль, что сейчас Путин скажет: ну давайте тогда, американцы, мы будем за вас, ну, против Китая, и обострить вот отношения с Китаем. Может быть, это тоже как вариант будет, потому что уже много начали об этом говорить. Но давайте вернемся на 2 года назад. 2 года назад в Китай и во временно оккупированный город Джохар, бывший Грозный, прилетела делегация китайских силовиков и там разных руководителей. И эти руководители интересовались вопросом борьбы с терроризмом, то есть борьбы с инакомыслящими, борьбы с диссидентами, борьбы против тех, кто против оккупации. Они могут быть религиозным взглядом, все чеченцы мусульмане, и практически это неотделимо. Наша борьба, она никак не может быть отделена от нашей религии. Впрочем, как и любого верующего человека, который сражается. Как мы знаем, на войне неверующих, как говорится русская поговорка, на войне неверующих нет. И как бы это неотделимо. И вот они сейчас тут рассказывают. Давайте это займет там пару минут, ролик 3 минуты, но я весь показывать не буду. Пару минут посмотрим, и вы убедитесь, что китайцы приехали для того, чтобы делиться опытом и разбираться с ситуацией, как урезонить, успокоить, покорить, подчинить мусульман. Вот минутку внимания. О терроризме в Китае знают не понаслышке. Вот уже много лет на западе страны они борются с уйгурскими террористическими организациями. Автономный район Суар давно считается очагом социальной нестабильности и представляет причину для беспокойства Пекина. В апреле этого года власти ужесточили антитеррористические законы, но проявления экстремизма все же имеют место быть. И в этой связи опыт чеченских силовых структур как нельзя важен для китайской стороны. Они видят, как развивается наша Чеченская республика. Вот сейчас вы увидите вот этот Вахид Шах, как его забыл, как-то его зовут, короче говоря. Вот этот человек преступник, этот человек перешел на сторону русских и убивает своих граждан. Теперь он делится опытом с китайцами, с китайскими братьями, как убивать там уже уйгуров. И вот такой уникальный получился сделали уникальный вот такой опыт
вот эти чеченоговорящие, и теперь китайцам он будет рассказывать. Вот этот человек, обычный мясник, рассказывает китайцам, как делать. Ну, конечно же, не только эти мясники делают там погоду, идет огромная пропагандистская работа. И давайте посмотрим, и потом дальше можно будет уже обсудить этот момент. Поэтому они приехали для обмена опытом, спрашивали, что нами делается в отношении оттекающей молодежи в Сирийскую Арабскую Республику, как мы поступаем с прибывшими обратно назад, с теми, которые... Вот как они поступают с теми, кто уезжает в Сирию, и как поступают с прибывшими. То же самое, что сейчас происходит в Китае. Теперь они уйгуры, которые, видимо, решили бороться за свои права, какой-то там за свои религиозные права. Эти права, вот эти люди рассказывают, как их надо лишать этой возможности. Нарушение прав человека, убийство, геноцид, все то, что творит вот эти люди, это нами уже подано, вот эти, имеется в виду русские, вот за этим человеком стоят русские. Этот человек сам по себе раньше в Чеченской Республике никого никогда не представлял. Теперь на штыках русских этот человек представляет российскую русскую армию, русскую власть, оккупационную русскую власть. И вот этот человек рассказывает нам, как они с китайцами делятся опытом. Давайте послушаем дальше, что он еще говорит. Уже не захотели там дальше воевать. Мы поделились своим опытом, они своим. Думаем, продолжим дальше в таком же темпе. На встрече, посвященной вопросам безопасности, говорили о методах, которые позволили правоохранителям Чечни искоренить международный терроризм. И здесь одним ужесточением законодательных мер не обойтись, уверены чеченские силовики. Важен комплексный подход всех – духовенства, интеллигенции, общества и власти. Разъяснили, значит, как мы к этому... Вот этот человек, который зовут Аптел Лаудинов, который также является пособником русских оккупантов, убийцей, преступником. Это человек, который недавно готовил попытку свержения Кадырова Рамзана. Но Кадыров Рамзан вовремя его раскусил. И вот теперь эта съемка старая. Теперь он уже, конечно, не так часто мелькает на российском телевидении, но раньше он часто появлялся. Ну, послушаем, что говорит вот этот преступник. Пришли этапность наших действий, значит, каким образом происходит взаимодействие между духовенством, силовыми подразделениями и администрацией, значит, республики. Китайская сторона считает, что наш опыт очень интересен и пытается всячески, как говорится, перенять этот опыт у нас, для того, чтобы у себя такую же схему применить, для того, чтобы воздействовать на территории Уйгурской области. Следующая встреча – обсуждение на территории Уйгурской области они собираются применить чеченский опыт. Чеченский опыт, как так называемый чеченский опыт, точнее это античеченский опыт, получил широкую огласку уже в юридических институтах и международных юридических институтах. Недавно такой организации, как ОБСЕ, которая была создана специальная комиссия, так называемый московский механизм за мониторингом за правами человека в Чеченской Республике. К большому сожалению, ОБСЕ запустил это только в 2017 году, и только с 2017 года вот этот мониторинг возобновился, а ранее не интересует. Это невероятно, как с юридической стороны, как это трактовать, с человеческой стороны это абсолютное лицемерие, двойные стандарты, когда до 2017 года убитые считаются, нарушенные права людей засчитываются, а вот после это уже не засчитывается. Но при всем при этом, благодаря невероятному стечению обстоятельств, отдельному мужеству отдельных людей, мужеству, невероятному гражданскому мужеству, в первую очередь, отдельных людей, в том числе некоторых журналистов
И благодаря этому получила огласку вот эта ситуация. Таких эпизодов очень много. Это вот таким опытом китайцы пришли заниматься, перенимать этот опыт. И с удовольствием вот этот преступник Абди Алаудинов делится с этим опытом. Но вот в таком мире мы живем. И мы живем в этом мире, опять же, потому что мы молчим, чеченцы. Мы должны говорить и доносить до этого. Ненасильственными способами мы должны вести наше сопротивление. Так, давайте я перейду к вашим вопросам и потом поговорим еще о чем-нибудь. Так, Маждада, сторонний не молчи. Если я не прав, выложи свои риторик. Так, это мне. Так. Социал ставьте лайки и делитесь видео. Так. Оманкан. Судя по пропаганде и профессиональным роликам, которые они закидали чеченцев, складывается впечатление, что они сметут желтую чуму, спасая алмазы России. А тут обмен опыта, а по сути уши геноцида уйгур. Да, абсолютно верно. Оманкан это такая вот закидон, да, такой, закидушка, которая закидывается, и уже будут они ловить на это алмазы России, как ты говоришь. Ну, на самом деле, вот мы видим всю ситуацию. Через год или два нам будут рассказывать, что китайцы очень угнетают мусульман, уйгуров, что мы, чеченцы, обязаны бросить все и ехать копать колодцы уйгурам, и там, чтобы один конец нашей армии был здесь, а другой конец был там в Пекине. Вот такие нам будут рассказывать. И поэтому мы должны предупреждать об этом, и люди, чтобы сейчас понимали, что вот это все их вот это, козни, вот эти дьявольщины, мы должны их на корню видеть, издалека различать и пресекать их деятельность. Чечня не Россия, служители Будды, защитники китайцев. Да. Ну там, я думаю, они в Бога особо не верят в Китае. Даже в своего этого. Персона нон-грата. Аслан, только что зашел в Белый дом и включил твой стрим. Отлично, передавай Трампу большой привет. И как ты с Майами успел до Вашингтона добраться? В прошлый раз ты вроде бы у себя на вилле был. Энвес Паша. Асланбей, слышали об отправке турецких войск в Ливию? Что думаете об этом? Нам интересно ваше мнение. В прошлом своем стриме вот, я об этом как раз говорил. Вы можете посмотреть там. Ну, это только может приветствовать, что Турция выступает на стороне правительства, признанной ООНом, и мы за любые международные действия, которые приведут к уменьшению насилия, к стабилизации обстановки вот в этом непростом регионе, и в том числе, в частности, в Ливии. И Турция прилагает к этому усилия. Да. Так, посмотрим, что вы тут говорите. Маруся Климова. Слава Чечне, слава Украине. С большим уважением Чечне и чеченцев. Спасибо, Маруся, героям слава. Так. Так, Reality French English. Машволь Аслан. Мудуха Эйчкидех. Непонятная жестокость. Это главный признак развала любой империи. Римская империя, нацистская Германия и так далее. Когда святое исчезает, и исчезает единство нации.
Маршал Хиль, Reality French English. Все отлично, дал бухастом. Подписывайтесь вот на наш канал Reality French English и распространяйте ссылку на него. Да, конечно, но самое главное, что вот эта непонятная жестокость была, она была всегда, мне кажется, в России. Ну, посмотрим. Ну, по крайней мере, вот последние годы она необъяснимо жестока. Мы будем надеяться, что конец кровавой путинской империи, фашистской Российской империи не за горами. Так, пойдемте дальше к вашему вопросу. Так, иди, Амин говорит, лес валить скоро поедете. Поедем. Так, вот этого я чуть-чуть выключу на время, который призывает к каким-то сражениям там, и так далее. Наверное, он с окопа пишет. Адам грузинский реалити, раскручивает вешумы потихоньку. Баркал Делес Хувей Укдонер, Адам грузинский. И единственное, понятно, ладно, проехали. Так, Марусь Климат, когда эта сволочь Путин ответит за свои злодеяния, дай Бог дожить и увидеть их на суде. Боты поплыли, говорит, с избы. Да, ботов сейчас что-то. Набежали боты. Да. Омгад, почему не могу постить? Не знаю, Омгад. Так. Леча Дадаш, Асан, как думаешь, вяжется ли Путин конфликт США и Иран замутит полномасштабную войну? Ну, нет, не вяжется. Открыто так поддерживать никто не будет. Если станет вопрос о войне между двумя странами, то, конечно же, американцы выиграют эту войну. Другой вопрос, нужно ли это американцам, и они хотят всячески избежать этого, чтобы не было таких крупномасштабных. Ну, то, что они нанесли сейчас удар по этому кортежу, который ехал в Ираке, да, не в самом Иране они его убили, а убили в Ираке. Ну, это говорит в первую очередь, наверное, о том, что агентура работает в Ираке получше, чем в Иране. Плюс нанесли там в своем, скажем так, невраждебном, да, государстве, что наталкивает на мысль, что как бы войну начать тоже лишний повод не начинать войну будет. А так, я думаю, на месте Кадырова, Рамзана я бы напрягся бы, на месте Путина тоже. Если так могут уничтожить всю колонну, то в России это сделать будет намного легче. А на Кавказе, где Грузия рядом, где есть американцы, военные американские, я думаю, у Кадырова не очень хороший не очень хорошее сейчас настроение должно быть. Но он, конечно, ничего не боится, он готов умереть, он просит быстрее, чтобы встретиться со смертью, умереть на поле боя, это я все понимаю. Но хотелось бы посмотреть, как он себя поведет. Так, они думают, только нас они могут убивать. Они думают, что вот мы такие вот мальчики для битья, они за наш счет делают результат. Они делают результат, они убивают человека, у них это называется результат. Отрастил бороду в подвале, подержал, там брата какого-нибудь, кто сопротивлялся, другого, третьего. И они так нас убивают, и они думают, что это закончится. Нет,
Никогда это не закончится. Ни Путин, ни Песков, ни Кадыров, ни кто-либо другой победить чеченский народ не могут, потому что это народ. Этот народ самопроизводится, они рождаются новыми, а та несправедливость, она остается. А Путин и Кадыров, они стареют, и они не могут самопроизводиться в таком количестве. Их где-то люди, которые с ними замешаны, отсеиваются, погибают, стареют. Но приходит когда-то логический конец. И справедливость в нашем современном мире, когда есть вот этот интернет, она уже зафиксирована. Факты преступлений зафиксированы. За них придется отвечать. Единственное, когда это может не случиться, когда не будет истца, который будет требовать это. Но я вот призываю всех, чтобы мы не закончились. Истцы, которые требуют справедливости, тех преступлений, которые совершены по отношению к нам, чтобы мы не замолчали, чтобы мы не закончились. Даже в случае гибели одного, я знаю, что молодежь у нас растет, очень понятливая, и, конечно же, очень я надеюсь, что это не заглохнет, да, там, ни при каких обстоятельствах. Я уверен в этом, что это не заглохнет. Но вот нам надо как-то всячески доносить до этого. И они никуда не денутся, им придется ответить. Да, мула. Так, Владимир Рабинович, шалом, мир Кавказу. Приветствую. Так, потерял. Так, вопрос Эда Мамедова случайно удалил. Так, Владимир Рабинович, тоже приветствую. Ас Адамс, Аслан, ты придерживаешься суфизма или следуешь сунне пророка? Это мое личное дело, и я не считаю нужным это обсуждать. Хотя я говорил об этом. Да, я придерживаюсь того, что говорил пророк, что говорит Коран, да, с толпы. И это очень сложная тема, которую в двух словах не объяснишь. Тот же суфизм, они тоже придерживаются сунны пророка. А те нововведения, которые туда добавляются, да, внешняя вывеска суфизма осталась. Суфисты, по идее, это были святые люди, которые реально свою жизнь посвятили служению Богу. Но потом, как начали пользоваться последователи государства, которое нас оккупировало на протяжении этих веков, это уже другое. То же самое можно сказать про тех, кого ты называешь там следующий сунне пророка. Да, их называют ваххабистами, если ты знаешь. Ваххабисты то же самое произошло. Ваххабисты как бы прикрываются, а на самом деле тоже огромное количество людей там как лицемерно, так и пользуются этой же стороной. И нас разделили на две части. Поэтому я вообще не вижу. Я и суфист, и ваххабист, и каратист. Я мусульманин. Я приверженец того, чтобы каждый сам разбирался бы. В исламе нет насилия. Каждый сам разбирается, никому не навязывает свою точку зрения. Каждый занимается сам. Посчитает тот, кто делает зикр, что вот это там неправильно, это не должно быть. Это он решит. Посчитает там, тот там, кто носит бороду и подвертывает штаны там, да, штанины. Это его право. Так что это не важно, кто как верит в Бога. Главное, чтобы верили в единого Бога и не были лжецами и лицемерами, подонками, которых огромное количество, прикрываясь вот этой религиозной риторикой, просто подлецы и мерзавцы, которых свет просто не видел. Так, пойдем дальше. Энвер Паша, Асланбек, знаешь Марка Фейгина? Не хотел бы провести с ним стрим, было бы интересно. Нет, я не вижу ничего интересного с ним проводить стрим. Муса Мусаев, не по кайфу, говорит, это быть убитым беспилотником.
Саид из Багдада. Аслан, тебе известны детали, как убрали Тиркибаева? Нет, мне неизвестны детали его убийства. Я слышал, была авария. И он погиб в аварии. Адам Грузинский. Так, это не мне. Руслан Адамов. Ассаламу алейкум, Аслан. Черкесия как страна имеет перспективу? Ва алейкум салам, Руслан Адамов. Конечно, имеет, Руслан. О чем вообще разговор? Конечно, имеет. Это, во-первых, черкесы – это огромный народ. Их по всему миру очень много. Для того, чтобы управлять, создать государство, непосредственно мозг государства, достаточно 30, 40, 50 человек. Квалифицированных, идейно приверженных идейно именно государственности. И это построить, посмотрите, что сделали Израиль, да, что сделали евреи. Также есть огромное количество здесь, в Европе, государств. Посмотрите, это маленькие государства. Черкесы – это древний народ, это очень организующий, самоорганизующийся народ, хотя он и распылен по всему, представлен в многих странах. Это тоже, с одной стороны, хоть и плохо, с другой хорошо. Конечно, может. И нет никакого сомнения, что мы построим свое свободное кавказское содружество государств. И черкесы будут занимать там свое место в этом содружестве. Естественно, я нисколько не сомневаюсь. Я уверен, что 50 человек черкесы найдут достойных себе, среди себя. Есть миллионов людей. Так. Маждада. Нефть взлетит и у Путина откроет второе дыхание на время. Я думаю, может быть, конечно, сейчас обострение какое-нибудь будет. Опять теракты, подрывы какие-нибудь, танкеры начнут там бомбить. Как иранцы делают, из-под тишка теракты делать. Но ничего им не поможет и ничего их не спасет. Я уверен. И нефть Путина не спасет. Даже цена на нефть. Сейчас уже дело же не столько, что есть деньги или нет. Деньги у русских есть, у Путина есть. Они там лежат и их не трогают. А так, сейчас ситуация такая, что нету признания в мире. И нужно как-то, чтобы тебя признавали. Это и для внутреннего потребления важно, ну и для внешнего как-то развиваться. Потому что как только его в мире перестанут признавать, как Трамп его пошлет, или американский президент, Трамп это, наверное, не сделает. Но если американский президент какой-нибудь появится и что-то сделает, то, конечно же, в таком случае у Путина будет вообще мало шансов. И внутри страны его окружение скажет: слушай, Вася, мы международное государство, такая большая страна, и в мире мы изгои. А к этому сейчас все идет. И посторонись, скажем. Ну или Путину, чтобы это ему не сказали, постоянно придется держать большое количество армии, которая будет при любом таком шорохе устраивать там жесткое подавление. Что опять же, чем больше и больше подавляешь, тем в конце концов дойдет до ручки. Путин не вечен, а преступления они остаются, за которые будут спрашивать. Так, давайте. Ричард Лео. Аслан, как ты думаешь, есть ли у Путина преемник? Неужели за 20 лет он не подыскал нужного? Какие есть гарантии, что после ухода Путина появится человек гораздо злостнее, чем он? Ну, гораздо злостнее, чем он, наверное, нет, но такой же вполне возможно, что может появиться. Преемников я не знаю, наверное, есть какие-то лица, которым он больше всего доверяет. Но я думаю, что он обозначить его как преемника, я думаю, это рискованно для него, потому что он очень труслив. Как только он объявит, может этот преемник его и замочит. Так что не знаю я пока по этому поводу. Так, Эд Мамедов, как ты думаешь, что ждут Путина, судьба Каддафи или Гаага? Я бы хотел, чтобы это была Гаага, конечно. Хотел бы, чтобы была Гаага. Посмотрим. Я думаю, судьбу Каддафи он тоже заслуживает. Причем уже давно. Так, Аду Давлетук. Аслан, как ты думаешь,
После падения кремлевской банды, кем будет распределяться путинская пехота для крова на месте, которые виновны в серийных убийствах? Кем будет распределяться путинская? Для кровную, я не знаю, Давлетюк, как это будет. У меня есть видение по этому поводу, как должно происходить. Но это должно быть все в рамках закона. Никакого произвола это быть не может. Мы должны государство правовое построить, чтобы во всем мире поняли, что мы государство, что мы народ, нация. Мы должны будем отделять. И чтобы не пострадал человек, который невиновен, чтобы не ушел от ответственности виновный. Не знаю насчет кровной мести. Я, например, буду даже за убийство, я буду против кровной, высшей меры в виде казни. Я за пожизненное лишение свободы людей. Александр Белый. У Саши Сотника пару крайних видео о многом рассказали. Да, я смотрел последние 2 выпуска его. Это, я так понял, это сборник. Все то, что было за год. 18 или 19. И да, конечно, Александр Сотник жгет напалмом просто. Молодец. Так. Леча Дадаш, давайте религиозные темы обсуждать на специально предназначенной для этого площадке, с уважением ко всем. Да, я полностью себя поддерживаю. Вот эти религиозные вопросы, конечно, не мне надо задавать. Их надо религиозным деятелям задавать. Это должны делать люди, которые в этом разбираются. Он спросил конкретно о моем видении. Мое видение я уже озвучивал и озвучиваю. Саид из Багдада рассказывает, как был убит Тимирбаев. Они подстроили аварию и пристрелили в затылок его и еще 2 пассажиров, говорит Саид из Багдада. Да, вполне возможно. Adam Грузинский. Самосид вопрос. Ответ. Сидич аш варсом. Тундель Адам Грузинский не тебе пишет, Асан. Я просто не все вижу. Вы на меня не обижайтесь. Я просто перематываю и все. Поэтому не обижайтесь. Так. Так, Владимир Рабинович удалил. Что случилось? Энвер Паша. Асланбей, как по-вашему, зачем я проиграл Первую мировую? Энвер Паша. Вы Наполеон? Вы проиграли Первую войну, да? А Вторую мировую войну? Наполеон, знаете, такой есть анекдот. Говорит, доктор, вы же были Наполеоном, говорит. Врач лечится, пациент лечится у врача и говорит, вот раньше вы себя считали Наполеоном, а теперь вы лучше себя чувствуете. Я вижу у вас как бы улучшение. Говорит, какое это улучшение? Говорит, я вчера был еще Наполеоном, а теперь я неизвестно кто. И как бы Первая война, там, бонапартизм. Вторая мировая война, там, и так далее. Поэтому я не знаю, зачем вы проиграли Первую войну, зачем вы были до Первой войны. Ну,
Папа Б. Аслан, сдаст ли Путин Иран, как Ирак и Ливию? Сдаст, конечно. Так, Маждада, сторонний наблюдатель, это их кипиш. У нас свои проблемы выше крыши. Полигрим, так. Владимир Рабинович. Русофобы Сталина на нас нет. Терек, а какое вообще будущее у России? Как считаешь, Астан говорит? Будущее у России печальное, я вам скажу. Но будущее у сегодняшней имперской России, фашистской России, а нормальная Россия, которая будет не так велика и в ясный день с Кремля стены будут видны границы этой России невооруженным взглядом. Вот эта Россия станет нормальной демократической страной, которая будет соблюдать права человека, уважать международное право и войдет в нормальную европейскую семью. На что я надеюсь. На что я очень надеюсь. Так, сейчас. Мы уже тут говорим. Так, Reality French English. Аслан, правда, что американский самолет-разведчик летал над ЧРИ? Да, конечно, правда. И русские были этим недовольны. И об этом сообщала Радио Свобода. Ну, летает, да. Американцы летают над Чеченской Республикой и над Абхазией. Они летают, контролируют, и русские ничего с этим поделать не могут. И мне тут некоторые говорят, там, зачем ты повесил там флаг американский, там, что, в прошлый раз меня там оскорбил человек за то, что я флаг повесил. Но при всем при этом я хочу сказать, что, например, если бы американцы на сегодняшний день, как это не печально или не для кого-то, американцы выполняют роль полицейского. И в этом мире должен быть полицейский. И я, как имею друзей в Америке, которые там меня поддерживают, вот с позволения их я повесил этот флаг. И я как бы с позволения одного своего друга, с которым мы общаемся. И я хочу сказать, что американцы, если бы сегодня не нанесли ракетный удар вчера, да, по Сулеймани, который убивал тысячи, десятки тысяч людей на земле, в том числе мусульман. Если бы американцы не дали бы Косово свободу, то косовары, над ними был учинен геноцид. Если бы не воля американцев, суд над Слободаном Милошевича не состоялся бы, потому что русские не дали бы ему состояться. Только из-за того, что русские испугались американцев, Югославия стала нормальной демократической страной. И люди получили свободу в разных странах. Только благодаря мусульманам, американцам, многие страны мусульманские могут развиваться. Америка очень много делает, но она не делает это именно там для мусульман или там именно для чеченцев. Она это делает как по закону, по справедливости. Где-то приходят политики, которые совершают противоправные действия, которые совершают явно должностные нарушения. Но при всем при этом факт остается фактом. Другого механизма и другого полицейского в этом мире не существует. И я считаю, что я, как человек страны, которая оккупирована, я прошу помощи у этой страны, у этого полицейского. Я признаю его функции полицейского, который стоит на страже свободы. И самый важный момент в этом, эти американцы и эти чеченцы, у них понятие свободы очень похоже. Американцы построили свою страну, свое государство на принципах свободы, на верховенстве права, на верховенстве прав человека. Для нас, чеченцев, то же самое.
мы отличаемся религией, но в основном мы очень друг другу схожи. Точно как и мы, американцы, боролись за свои права от Великобритании, от английского колониального ига и завоевали свою свободу. Точно как мы, они развивают страну. И что я очень заметил, на бытовом уровне мы, чеченцы, с американцами очень похожи. В смысле практичности. Чеченцы очень практичные люди. И нам нужен всегда результат. Да? И американцы точно такие же. Они тоже практичные люди. Даже любую одежду возьмите, любые джинсы те же. Все практичное, начиная от одежды, заканчивая едой. У нас еда тоже очень практичная, очень такая специфическая. Но это, наверное, влияло на войну. У нас много схожего. Нам помогали. Наш Джохар Дудаев стоит с флагом Америки. Есть фотографии, у меня здесь на канале есть. Это нам не враги. Это люди, которым, если мы станем надежными союзниками, надежными друзьями, эти люди, которые нам помогут сформировать государство, которые привлекут инвестиции. Если нас признает Америка, нас признают практически все страны в мире. Если американская компания у нас построит что-нибудь, да, или у нас будет там база НАТО стоять, допустим, на Кавказе в целом или в Чеченской республике, то туда придут как инвестиции, и ни одна оккупационная сволочь не посмеет даже одну ногу вступить на нашу землю, если у нас будет база, допустим. Ну и так далее. Если, в принципе, мы будем друзьями без базы НАТО, я думаю, к нам никто не полезет, потому что зная, что мы сможем дать отпор очень достойный. Поэтому я считаю, что нам нужно чуть-чуть пересмотреть наши взгляды. Да? Ну, у кого хватит зрелости, сил пересмотреть это. Не бросаться обвинениями. Мы уже опыт имеем, да, как к нам относятся во всем мире. Вот такого вот плана. И Америка нам должна помочь. Даже там все можно брать, на что мы не обращаем внимания. Возьмите радио Маршал на чеченском языке. Возьмите Кавказ Реалии. Возьмите на другие редакции, которые вещают на Кавказ. Ну, это кто еще так делает? Какая страна нам оказывает, наш язык исчезает? Какая страна, арабская, не арабская, кто-либо в этом мире, там, соседние наши страны, Украина, которая находится в состоянии войны, она даже одну студию не предлагает, да, там, ни татарам, ни чеченцам, чтобы начать. Я имею в виду не крымских татар, а татар, которые живут в России. Кто может нам в этом помочь? Кто может нам в этом организовывать? Чтобы мы сохраняли язык, новости на чеченском языке, который, ну, хотелось бы, конечно, чтобы они работали лучше, но это отлично, что они есть. Так что давайте мух от котлет отделять. Не надо убирать, не надо было убирать вот этого пользователя, заблокировал ты его. Он социалист, нет, не надо было, Карла Гамбино не надо было убирать, надо было оставить. Ты его забанил, его уже не вернуть, наверное, да? Не, я его могу вернуть. Время исключить. Нет, ты его не дашь, ты просто удалил. Да, ты можешь его разблокировать, он социалист. Ты можешь его, этого Карла Гамбино, разблокировать. Пускай будет. Вопросы тоже должны быть. Должны быть острые, пускай мы должны объяснить, мы должны донести до людей позицию нашу. Мы строим, у нас есть государство, которое нуждается в помощи международного сообщества. И мы должны всячески этому способствовать. Так, смотрите, я вам сейчас покажу видео, где реакцию
на убийство Сулеймани в Ираке, иранского военного преступника в Ираке уничтожили американские воздушные силы. И Трамп обещал, что в случае, если Иран предпримет какие-то шаги, он нанесет по 52 объектам удар. Ну, давайте сейчас будем смотреть, и я вам зачитаю это все. Президент США Дональд Трамп заявил о возможности нанесения удара по 52 объектам Иране. Если Тегеран будет мстить за смерть Сулеймани, убитого в результате американского авиаудара в Багдаде. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что выводы американской разведки о Касеме Сулеймани были верны. По словам Помпео, бездействие привело бы к более серьезной опасности. То есть, в случае, если вы будете наносить по нам удар, мы вам нанесем ответный удар, сказали. И на эти угрозы американцы ответили. Будет ли война? Ну, время покажет. Я думаю, что не будет. Так, правильно Аслан говорит, Адам Грузинский. Его мысли мне близки. Так, о чем вы? Лечи Дадаш. Я за утилизацию империи зла не только с помощью США, но даже самого черта. Ну, это Россия, это и есть сам черт. Самый настоящий, самый обитель зла. Не вели царь казнить, говорит Унцицалес. Так, Унцицалес говорит, пишите, ставьте лайки, делитесь видео. Так. Войны не будет, говорит Муса Мусаев, побили более слабо и в целом на этом все. Но теракты, наверное, ответные будут. Раз уже столько народ подняли, из них сейчас выведут каких-нибудь там 5-10 смертников и отправят, давайте, делайте что-либо. Карло Гамбино вернулся. Вот ты живешь в Германии. Что полезного ты сделал Германии и что полезного ты сделаешь Америке? Карло Гамбино, ты не смотри, что я делаю. Ты посмотри, что ты делаешь. Хорошо? Я то, что делаю, я делаю. А что делаешь ты, это уже твое сугубо, твое личное дело. Так, он социал безбилетники, вам бы самую злую кондукторшу. Так, Адам Грузинский. Аслан, столичный Цахар Тардус сада ваша волар эмя бахан долуш соцейр волла цейрвал. Амсадаем мох на участке Дабехкан. Я не виню тех, кто купил эту землю. Никогда. Но я хочу обратно свою землю. У тебя есть все права. Все юридические заключенные договора, если одна из сторон не согласна, они будут расторгнуты. С момента оккупации. Мы находимся на военном положении. В 2000 году или в 1999 году Масхадом было принято, подписано постановление о введении военного положения на территории Чеченской Республики. На сегодняшний день это военное положение до сих пор действует. Мы живем все по этому военному положению. Поэтому все сделки, которые совершаются в соответствии с этим военным положением, могут быть аннулированы. И ты, конечно, вернешься. Те, кто приобретают эту землю, зная, что она была твоя, да, и у тебя ее отобрали, те люди обязаны будут ее вернуть. Ну, конечно, это будет решение суда. Это я говорю предварительно свое мнение.
но есть каких-нибудь других факторов там нет, нужно будет вернуть его прежнему хозяину. Прежний хозяин, если ты должен получить обратно. Так. Антирашизм. Раньше евреи были мальчиками для битья в России, евреи окрепли сегодня на их месте, но мы окрепнем, иншалла, и ни одна поганая гнида не уйдет от ответственности за злодеяние. Да, мула, антирашизм. Кто не с нами, тот не с нами, говорит Джарда, да? Так, господа, мы уже 1,5 часа говорим, да, все, на этом можно прекращать. Все, спасибо за внимание, спасибо, что поддерживали. На следующий стрим будет в пятницу. Есть заранее, конечно, как обычно, будет уведомление. До пятницы. Всего самого хорошего. Спокойной ночи. Ассаламу алейкум.